Здравствуйте! Сейчас модно носить украшения из бисера, сделанные своими руками. Я вам сегодня покажу об основных инструментах, которые я люблю пользоваться, об видах бисера, материалах, которые в последнее время любят применять мастерицы. В основном я использую вот эти два вида ножниц. Это маленькие рукодельные. Эти называются ножницы по металлу. Плоскогубцы. Это называется утконос. Это круглогубцы. Они нам необходимы для закрепления фурнитуры, для того, чтобы сделать усики для бабочек, ножки для мух. Далее нам понадобятся вот такие вот три вида клея. Два из них прозрачные. Это обычный клей Момент. Мононить бывает разная. Начинается от 0,12 размеров до 20 и выше. Я люблю использовать мононить 0,20. Существуют специальные иглы для бисера. Они бывают разной толщины. Используйте его в зависимости от размеров бисера. Бисер я люблю использовать чешский и японский. Ни в коем случае не рекомендую работать с китайским бисером. В основном люблю использовать чешский бисер номер 10 и для обработки края номер 8. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит на изделии. Вот посмотрите, здесь кабошон оплетен чешским 10 бисером. Потом идет белое, это делика, японский бисер. С огоньком зеленый, это идет японский 15 размер. В последнее время модно использовать канитель, стразовую ленту. Сейчас я вам коротко покажу основные виды из них. Канитель бывает разная. Вот это идет жесткая канитель, его используют как окантовку края. Его вот так вот растягиваешь, и в результате она получается в виде пружины. Вот это спиральная канитель, его тоже любят использовать мастерицы. А вот это идет стразовая лента. Люблю ее использовать в своих украшениях. Это идет вот 4 мм, 2 мм. А теперь немного поговорим о стразах. Стразы бывают разных видов, бывают пластмассовые, стеклянные. Я вам покажу сейчас, насколько они отличаются. Это вот пластмассовая страза, стеклянная, а вот это Сваровски. Чтобы украшение прослужило вам дольше, рекомендую покупать натуральные камни и стеклянные стразы. Вышивку мы делаем на фетре. Я использую в зависимости для чего. Например, для брошей я использую более тонкий фетр, а для таких украшений, как якутская, бастынга, линкабихер, я использую более толстый фетр. Для обработки изнаночной стороны рекомендую использовать натуральную кожу. Надеюсь, мои советы вам пригодятся в создании ваших уникальных шедевров из бисера.